В поиске молодых талантов нашей республики на сей раз я отправилась в Троицк. Там меня ожидала юная гитаристка Айлин Шакова, которая рассказала нашей редакции немного о себе и о своем таланте. Во сколько лет ты начала играть и кто стал твоим вдохновителем? Гитара у меня появилась в возрасте 10 лет, и я начала обучение, скажем так, нотной грамоте, в общем, как положено, гаммы. И мне это наскучило очень быстро, и я на очень долгое время забросила гитару. Но приблизительно 2 года назад я вдохновилась своими дедушками. У меня и по маминой, и по папиной линии они хорошо играли на гитаре и играют. Я решила попробовать снова, и у меня начало получаться, мне понравилось. Скажи, пожалуйста, какие композиторы или, может быть, музыкальные исполнители стали для тебя вдохновителем, чьи песни ты очень любишь переигрывать снова и снова? Я играю очень разные песни разных композиторов, начиная от каких-то шуточных песен, заканчивая старыми песнями времен Советского Союза. Но чаще всего в моем репертуаре встречается, наверное, «Дайте танк». И начинала я с игры песен Алены Швец, потому что они для новичков очень подходящие. Часто ли ты выступаешь на каких-то мероприятиях, играя на гитаре? Очень редко, на самом деле, потому что, во-первых, я часто меняла свое окружение, а во-вторых, люди не сразу знают, что я умею играть на гитаре. Обычно это происходит совершенно случайно. Мы разговариваем, и в процессе разговора выясняется, что я умею играть. Тогда меня обязательно просят где-нибудь сыграть какую-то песню для кого-то. Есть ли другие музыкальные инструменты, на которых ты бы хотела научиться играть? Мне кажется, на любом инструменте было бы классно уметь играть. Во-первых, само ощущение того, что ты что-то умеешь, что-то дополнительное, то есть не только один инструмент. Чем больше инструментов осваиваешь, тем выше самооценка. Во-вторых, игра на любом инструменте способствует развитию, развиваешь координацию свою, чувство ритма, звука, музыки. Поэтому я была согласна играть на любом инструменте, но больше всего, наверное, на скрипке, фортепиано или на барабанной установке. Не умеешь, да, сама играть сейчас на них? Нет. Только гитара, да? Да, только гитара. А теперь для того, чтобы убедиться, что Айлин действительно умеет классно играть на гитаре, мы попросим ее исполнить пару композиций, а также научить меня, которая абсолютно ничего не умеет. Спойлер, она так и не научилась. Ну что, сыграем тогда? Да. Далее Айлин в течение 20 минут старательно пыталась научить меня искусству игры на гитаре, на что у нее самой ушло несколько лет.